Таджикистан подключат к китайскому интернету. Рейды в РФ. Мигрантов на фронт. В Казахстане озабочены исламизацией населения. В ближайшее время будет реализовано прямое соединение сетей телекоммуникаций Республики Таджикистан с сетями телекоммуникаций Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Хавар со ссылкой на службу связи при правительстве Республики Таджикистан. В целях скорейшего осуществления прямого соединения сетей телекоммуникаций Республики Таджикистан с сетями телекоммуникаций Китайской Народной Республики в настоящее время быстрыми темпами проводятся практические работы. Стоит отметить, что эти меры способствуют созданию дополнительных высокоскоростных международных волоконно-оптических линий связи для соединения с глобальными сетями интернета. Это также повысит значимость и транзитный потенциал телекоммуникационных сетей страны и устранит коммуникационную изоляцию республики, пишет правительственное информационное агентство. Интернет вообще меня не устраивает, конечно же, но а так, думаю, возможно, то, что интернет будет лучше в плане того, что будет централизовано все. Следует отметить, что на сегодняшний день в Таджикистане действует один из самых медленных интернет-сервисов в мире. Весь трафик проходит через главного монополиста отрасли службу связи, руководителем которой является сват президента Таджикистана Бек Сабур. Репортеры без границ сообщали, что основные новостные сайты и платформы социальных сетей практически постоянно заблокированы. Однако, что ожидает таджикских пользователей после соединения с китайским интернетом? Общеизвестно, что в Китае действует самая жесткая в мире форма цензуры в сфере телекоммуникаций и интернета. Заблокированы все международные интернет-ресурсы и соцсети. Запрещено пользование VPN-сервисами. Заблокированы все иностранные мессенджеры. Также существуют огромные штрафы и уголовная ответственность за обход государственного фаервола. Многие сайты, соцсети, приложения, которые воспользуются по всему миру, но они заблокированы в Китае. Например, Google, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. Эксперты отмечают, что соединение сетей Таджикистана с китайскими телекоммуникациями сулит жителям нашей страны серьезное сокращение доступа к информации, что приведет к еще большей изоляции населения от внешнего мира. Я не то чтобы сказала, что интернет умер. Душанбе умрет, если не будет у нас интернета. Образование тоже умрет. Без интернета не будет у меня работы. Где-то, скажем, на 75%. По всем регионам РФ продолжаются облавы на трудовых мигрантов с целью мобилизовать их и отправить на войну в Украине. Наибольшую заинтересованность проводящие рейды силовики проявляют к мигрантам с двойным гражданством. Те, кто в России, и те, кто имеет российское гражданство. Там есть и выходцы из Центральной Азии. Их в первую очередь пытаются мобилизовывать. Очередной такой рейд произошел 24 ноября в сортировочном центре компании Wildberries в подмосковной Электростали, сообщает агентство ТАСС. По словам очевидцев, силовиков интересовали нелегальные трудовые мигранты и те, кто недавно получил российские паспорта. Некоторым из них выручили повестки в военкомат. Общественные организации и правозащитники неоднократно отмечали, что из-за нехватки живой силы на фронте власти РФ прибегают к отправке на войну трудовых мигрантов, причем иногда в принудительном порядке, силой заставляя их подписать контракт с Минобороны РФ. Облавы проходят по местам проживания трудовых мигрантов, в мечетях, на стройках, складах, а также в общепитах, где обычно собираются мигранты. 15 ноября телеграм-канал «Украина сейчас» опубликовал видео с военнопленным, на котором молодой человек представился 20-летним Бунёдом Джураевым, уроженцем Таджикистана, и рассказал, что недавно попал в плен к украинским военным. Молодой человек рассказал, что после окончания технического колледжа Владивостока он был призван в российскую армию и примерно через 4 месяца службы под давлением подписал контракт на участие в войне. Он говорит, что ему предлагали либо тюрьму, либо участие в российской спецоперации на Украине. Бунёд выбрал второе. Наши офицеры сказали нам, людей обеспечить на передке, которые людей, и окопать блиндажи. Если не делаешь, что сказали, в штурм отправляем вот эти на передке. Сказали, что идите там позицию поддержите, а там тоже наши сидят.
А мы там пошли, никого не было, оттуда ваших стрелял. Командир батальона. Если кто назад идет, мы расстреляем, либо жестокие наказания. А мы потом задумались, потом в окопе остались. Как мы сдались в плен, ваших пришел один из вас. Пришел первый, я сдался, потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Там 6 человек были. Взяли нас. Я хочу сказать, не надо сюда идти. Потому что тут мясо. Желаю там в доме остаться со своей семьей. Джанги Украина, джанги мухоне бародаро. Дар инҷо омадан шарт нест. Инҷа чисто гӯшт, мясорубка инҷа. Мехоҳам ҳамин ҷангба вообще иштирок накунед. Ман ҳамин хато кардам, ҷангба омада. Ҳамин ошибки худамро мефаҳмондагӣ ман набиёйтон инҷа. Говорит он. Никто не обладает точными цифрами о том, сколько выходцев из стран Центральной Азии были отправлены на войну в Украине. Однако министр внутренних дел Таджикистана Рамазан Рахимзада в августе этого года заявил, что около 100 отбывающих наказания в российских тюрьмах граждан Таджикистана были отправлены на войну. Причем, если гражданам России в российских исправительных колониях предоставляется выбор, то иностранные граждане часто вынуждались жесткими пытками подписать контракт. Именно по этой причине в октябре 2022 года произошел инцидент, когда 2 таджика на полигоне в Белгороде расстреляли 26 солдат и офицеров российской армии. Оба были принуждены к подписанию контракта, причем один из них находился на тот момент в исправительной колонии. Дело в том, что там произошел, видимо, некоторый конфликт, когда часть военнослужащих мусульман сказали, что это не их война, и они в ней участвовать не хотят. Политологи отмечают, что, учитывая общественное недовольство ходом войны в Украине и президентскими выборами в марте следующего года, Кремль пытается продолжить войну, избегая новой волны мобилизации, используя в качестве пушечного мяса бесправных трудовых мигрантов. Это трудное время для российской политической машины, учитывая, что правительству нечего назвать победой или успехом общества. Российское правительство всегда использовало националистическую карту, когда дела шли не очень хорошо. В преддверии выборов давление на иммигрантов может усилиться. Людям с двойным гражданством будет все сложнее оставаться в России, считает Тимур Умаров из фонда Карнеги в Москве. Так или иначе всегда проецировался какой-то образ внешнего врага. И этим внешним врагом, как правило, были как раз трудовые мигранты из стран Центральной Азии. Это такой очень понятный мячик для битья. Мигранты, они повсюду, они так или иначе ведут себя иначе, они говорят на непонятном для большинства языке. Это такие стереотипы, которые в головах у многих россиян. В одном из городских пабликов казахского Тараза появилось фото мальчика, который читает намаз прямо на улице, подстелив под ноги свой школьный пиджак. В качестве заграждения он использовал свой портфель, сообщает LKZ. Удивительно, но пугающее большинство комментаторов высказались о том, что читать намаз для ребенка нормально, несмотря на то, что это происходит на улице, пишет издание. Если человек растет, ребенок растет в религиозной семье, скорее всего, он будет религиозным, скорее всего, потому что ребенок, он повторяет поведение своих родителей. Следует отметить, что в Казахстане в течение десятилетий не только власти ведут антиисламскую пропаганду, но и прозападные СМИ полностью поддерживают такую тенденцию на фоне возрождающихся религиозных ценностей среди населения страны. Қап-қара көйлек киген қыздардың қатары көбейді. Бұл біздің ұлтымызға да, сана-сезімімізге де, дәстүрімізге де келмейді. Так, например, в прошлом месяце Мажилис принял закон о поправках по вопросам образования и наставничества, который предусматривает запрет на распространение религиозной литературы и информации в школах. Необходимость таких нововведений объяснил депутат Асхат Аймагамбетов, сообщает Орда Кайзет. Депутат считает, что эта норма послужит основанием для того, чтобы не допускать в школы религиозных деятелей и не распространять соответствующую литературу. Школа у нас – светское учреждение.
Поэтому она должна соответствовать своему статусу. Если вы хотите читать религиозную литературу, у вас есть иная возможность, у вас есть родители. Хотя дети до совершеннолетия, до определенного возраста должны быть защищены от такого рода информации, так как им очень сложно сделать выводы, объяснил Аймагамбетов. Напомним, что ранее в октябре было запрещено ношение хиджаба в учебных заведениях. Да, есть четкая норма, которая ограничивает в организациях образования наличие религиозной и иной вредной для ребенка литературы. Примечательно, что несмотря на десятилетия антиисламской политики режимов Назарбаева и Токаева, в Казахстане до сих пор остались религиозные проповедники, которые оправдывают любые действия режима и называют явного российского ставленника законным мусульманским правителем. Как тебе не стыдно, когда я по милости Аллаха живу в государстве, в котором 70% населения себя мусульманами считают, и где я горжусь тем, что мой президент говорит, я мусульманин, и строит мечети, джаза Аллах хайран. Пусть Аллах Субхану ва Тааля продлит его жизнь в подчинении Всевышнему Аллаху.